В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Правые сыны Отечества. Поставленная задача Верховным главнокомандующим президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нами будет, как всегда, выполнена на все 100. Из Грозного в зону проведения спецоперации отправилась очередная многонациональная группа добровольцев. Расскажем о настрое бойцов. Большие гости. Российский университет спецназа – то самое место, где создают настоящих воинов. В республику прибыла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в программе посещения Российского университета спецназа и оздоровительного лагеря. Рак не приговор. Онкологический диспансер Чеченской Республики имеет в своем арсенале все современное диагностическое оборудование. Современные тактики и методы лечения онкологических заболеваний обсуждали в Грозном. Наталья Депутатова поделится с вызовами и перспективами, которые стоят сегодня перед докторами. В рамках рабочей командировки в Москву Рамзан Кадыров встретился с главой МЧС Александром Куренковым. Обсудили вопросы, касающиеся деятельности регионального управления ведомства, а также определили наиболее актуальные направления развитие которых требует внимания федерального центра. В частности, речь шла о разминировании земель в муниципалитетах республики. Глава региона отметил, что работа важная, ее необходимо продолжать. Также руководитель субъекта подчеркнул важность обучения местных сотрудников, их необходимо максимально задействовать в процесс разминирования. Александр Куренков сообщил, что лично проконтролирует этот вопрос и в ближайшее время посетит Чеченскую Республику. Уже второй день в Шалинском районе Чеченской Республики сводным отрядом в количестве 25 человек и 2 единиц техники происходит разминирование. Буквально уже 19 числа, начиная с 19 числа, работа началась. За 2 дня достали уже взрывоопасных предметов, 15 предметов уже добыли. Планы немалые. В течение сентября и октября 2023 года будет эта работа проводиться. В планах стоит обработка 122 гектаров земли. Я думаю, что безопасность в Шалинском районе будет налажена. МЧС у нас вопросов нет, сотрудники ваши выполняют везде, дали свою работу, помогают участвовать в СКО, везде. Обязательно все сделаем и будем продолжать эту работу. Она актуальная. Кроме того, в ходе встречи обсудили устранение последствий стихийного бедствия в Ливии. Российская сторона в числе первых отозвалась на просьбу о помощи. Александр Куренков отдельно отметил участие в операции и чеченских подразделений. Рафаэль Николаевич, я еще хотел немного коснуться буквально наводнения в государстве Ливия. Хочу сказать, что у нас наши ребята там работают, плечом к плечу, и в рамках многого и особенностей ливийских, и в том числе и взаимодействия с ливийской стороной, а вы не понаслышке это взаимодействие знаете, можно сказать, и сотрудниками Чеченской Республики многое там было налажено в свои годы. Вот. Сейчас мы идем просто по отголоскам той работы, с огромным энтузиазмом, уважением нас там встречают. Мы эту работу поддерживаем. На сегодняшний день найдено, но, к сожалению, погибшими немалое количество граждан Ливийской Республики, но наши ребята справляются на высоком уровне. В парламенте состоялось 54-е заседание, на котором были рассмотрены ряд важных вопросов. Были приняты региональные законопроекты, касающиеся разных сфер жизни. В числе их закон о
об социальном обеспечении граждан в Чеченской Республике, который также приводится в соответствии с федеральным законодательством. Как мы знаем, Рамзан Кадыров уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся повышения социальной защищенности населения. Вместе с тем были приняты поправки в соответствии с положением о праве на бесплатное получение социальных услуг лицами разных категорий, в том числе и участниками СВО. مسيري ديوان غوشي ديوانا كيبو داخش ديوان غير وات ساعات سوق نوخشي جوا نو هتي ديوانا باشخليات ديوان موخلشي ليج بديوانا كدو تياخ عن احمد حاجي نيقان ديوانا شدقع نوقلو يا قميلش ديش ديوانا وينوخشي موت بوش تناخبو إناخ السبيتر شنو مثلا ميلش بوخا إيش هناك بوخا تارك ميل دين الدوخا تير هناك خلاقة ديون ملخ تارك الحواق شي ديونا تكورت كياسنا شيشي إستوري الدوخت ديون أعتن تيتر ختاون مثلا هوش ديو تير إستوريش ديون شا ديون شي ديغلي لو شي تسألي لو استقتغل ونقتغل يدين القاجات قاج دعبا ناخبو تار ديونا تعلن ليش غناح ويماك دا العالش ويل دا الدقوة ويل رمزان عز اتسونغ شو بيغيتار يوغ كومي عو بيغيتار يوغ داخلنا بيغيتار تار ديتات ديوش تار باغات بو شومدات. На Кременском направлении продолжаются активные действия по обнаружению и ликвидации хорошо оснащенной современной техники противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, личный состав спецназа Ахмат четко и слаженно выполняет поставленные задачи. Большую роль в этом играют дроны, которые есть и у наших подразделений, и у неонацистов из Украины. Многое решает, в чьих умелых руках находится беспилотник. И наши операторы зарекомендовали себя как сильнейшие специалисты. Это позволяет спецназу действовать на опережение. Наша аэроразведка легко обнаруживает, а в дальнейшем уничтожает живую силу противника, технику и тщательно замаскированные места их укрытия. Из аэропорта Грозного очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. Официальные лица во главе с председателем парламента Магомедом Даудовым проводили бойцов и подняли их дух, выразив слова поддержки и напомнив главную цель отправки. Это уничтожение неонацистов, которые пытаются разрушить целостность страны, а также моральные устои, традиции и основы нравственности. Руководство региона с самого начала оказывает им в этом всю необходимую помощь. От нас всех я хотел бы поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который с первых же дней начала СВО помогает нам, легендарному спецназу Ахмат, всем тем, что нам необходимо в зоне проведения СВО. Также главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который впервые в нашей стране объявил о создании добровольческих отрядов. Поставленная задача Верховным главнокомандующим президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нами будет, как всегда, выполнена на все 100. Бойцы прошли полную подготовку в Российском университете спецназа. У них отличный настрой и полная боеготовность. Все новейшие технологии, имеющиеся в Российском университете спецназа, позволяют ребятам себя попробовать настоящими героями. Такую оценку дала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В университете ей провели экскурсию и показали тренировки, тактические занятия, упражнения в аэротрубе. Репортаж Медины Мударовой. В столичном аэропорту делегацию во главе с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой встретил министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Усман Баширов и другие официальные лица. Путь своего гостя начали с одного из самых интересных мест в регионе. Российский университет спецназа – то самое место, где создают настоящих воинов. Он всегда славился безупречной подготовкой бойцов, а после начала специальной военной операции внимание к нему приковано еще больше. Первым делом гостям рассказали про региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». У нас есть программы, которые ориентированы на детей, в том числе, то есть на подготовку от школьного возраста, от младшего школьного возраста и до старшего.
Здесь проходят обучение ребята от 14 до 18 лет с различных районов региона. Огневая, тактическая, инженерная подготовка, организация связи, управление беспилотными летательными аппаратами и тактическая медицина. Дети обучаются в специализированных классах, оснащенных современным оборудованием. Ремень не должен валяться, дальше прилипайте, да, по часовой стрелке, крутите вороток. А до какого? Максимально туго надо затянуть. Максимально туго. Да. Потом проводите вороток внутрь ребра, это рога называется. После этого закрываем липучку, на липучке указываем время. Ребята с удовольствием посещают занятия, ведь помимо теории здесь огромное количество практических занятий. Так, Ясмина Адакаева всего за 2 недели научилась быстро разбирать и собирать оружие. На все про все ей нужно всего лишь 15 секунд. Мне с детства нравились такие военные подготовки. Я смотрела фильмы, мне очень понравилось. Потом я узнала, что тут можно вот так заниматься, подготовки делать. Занятия проходят по программе, разработанной совместно с Московским педагогическим государственным университетом имени Ленина и инструкторами Российского университета спецназа. На обучение ребятам дается 21 день с 14 до 17 часов. Через смену уже прошло порядка 480 человек. Основная задача Центра военно-спортивной подготовки «Воин», филиалов Чеченской Республики и остальных 11 филиалов в наших регионах Российской Федерации – это патриотическое воспитание, подготовка молодежи к службе в вооруженных силах, подготовка молодежи к защите Родины. То есть это возрождение системы начальной военной подготовки. Делегация не смогла не посетить излюбленное место всех гостей – аэротруба. В высоту она 11 метров, диаметр 5 метров и скорость воздушного потока 300 км в час, что позволяет посетителю имитировать свободное падение, вертикально восходящий поток воздуха. Эмоции словами передать трудно. Посмотрев все, гостья оценила условия, созданные для школьников. Здесь мы увидели ребят, даже девочек, которые заняты, которые включены в интересную такую активность, собирают, разбирают автоматы, учатся стрелять, оказывают первую помощь. Здесь потрясающая техника, которая на ходу. Да? Здесь мы видим парашюты и дроны. Ну, то есть это все новейшие просто технологии, которые позволяют ребятам попробовать себя уже вот взрослыми. Вот такие смены открываются в 12 регионах нашей страны. Мы видим ребят и маленьких, и постарше. И очень важно, чтобы эта практика распространялась и дальше. Российский университет спецназа уникальный и не имеющий аналогов в мире. Любой, кто придет в учебный центр, будет ребенок или взрослый человек, получит бесценные навыки и знания. Нидина Мутарова, Мусар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Игровые и спортивные площадки, спортзалы и бассейн – это малая часть имеющихся условий для полноценного досуга в оздоровительном лагере «Горный ключ». Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила также детский лагерь в селении Автуры. Она приняла участие в торжественной церемонии открытия смены «Сила России», которая объединила 130 подростков. Турпалали Тайсумов расскажет подробности. «Горный ключ». Этот оздоровительный лагерь принимает детей сразу из 7 субъектов России. Всего 120 человек. В рамках смены «Сила России» здесь в свое время проведут подростки, находящиеся в конфликте с законом. Чтобы посмотреть условия отдыха, сюда вместе с региональными чиновниками прибыла уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В первую очередь гостья отметила, что для детей важно донести только благое и ценное. Важно, чтобы вот то, что они здесь получили, они дальше это продолжали развивать, да, тот социум, который, то окружение, которое у них появилось, там ориентиры какие-то, чтобы они дальше это все поддерживали. То есть это очень важная вещь. Но самое главное, то, что я прошу прощения, хотела бы добавить, у нас программа проекта усилена тем, что для сопровождающих, которые привезли детей, которые тоже педагоги, они остались тоже подготовлена здесь у нас, да? программа, да, они здесь находятся на территории лагеря. Министр труда, занятости и социального развития субъекта Усман Баширов ознакомил федеральную чиновницу с тем, в каких условиях дети разных регионов и национальностей проведут эти несколько дней в Чеченской Республике. Тут и игровые, спортивные площадки, летний зал для показа кино, бассейн, спортзал и много другого. После осмотра состоялась торжественная часть. Усман Баширов подчеркнул, что все условия и праздник детям был бы невозможен без поддержки руководства субъекта. Я хотел поблагодарить за оказанную поддержку главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и уполномоченного по правам ребенка президента России Марию Алексеевну Львову-Белову, благодаря которым в нашей республике открывается первая смена «Сила России».
Дорогие дети, вы это будущее России. От вас, вашего воспитания зависит будущего нашей великой страны. Старт детскому отдыху и оздоровлению дала концертная программа с местным колоритом. Национальные танцы открыли торжественную часть. Уже сейчас настроение у собравшихся просто отменное. Дети чувствуют колоссальное поднятие духа, и теперь у них точно будут хорошие воспоминания. И в следующие дни они увидят еще больше хорошего и прекрасного. Мария Алексеевна поприветствовала собравшуюся молодежь. Она пожелала детям приятного времяпровождения и отметила, что Чеченская Республика – это лучшее место для отдыха. В интервью с средством массовой информации детский омбудсмен подчеркнула, что здесь присутствуют не только трудные подростки, но и ребята из регионов с неблагополучными семьями. И не только. Когда шли с командой вожатых, они рассказали, что один мальчик приехал совершенно без вещей, абсолютно, потому что воспитывает одна бабушка, и вот как бы с такими трудностями нам тоже предстоит поработать. Смена нацелена на формирование у них позитивного опыта. Они знакомятся с новыми регионами, с ребятами из новых регионов. Здесь сейчас у нас 7 регионов. Вожатые из 9 регионов. Мы собирали эту команду людей, которые будут на протяжении этой недели вместе с ними. И психологи, и участники специальной военной операции, и ребята из военно-патриотических клубов. То есть, в общем, шикарный такой педагогический состав, который на протяжении вот этой недели будет с ребятами заниматься и спортивными соревнованиями, организовывать для них мастер-классы, потому что нам очень важно, чтобы каждый ребенок поверил в себя. Сами дети только знакомятся с лагерем, но уже предвкушают насыщенный и веселый период. Кто-то успел оценить местную природную архитектуру. Природа хорошая, красивая. Люди добрые, честные. Приятное ощущение. Так? Ну, то есть все очень красиво, то есть все хорошо. Мне, если честно, хочется тут даже остаться, пожить еще на месяц-два. Раньше такой красоты не видел, да? Всего они проведут здесь 1 неделю. Вожатые проследят, чтобы радость и счастье досталось каждому из 6 отрядов. Турпал, Алита Исумов, Магомед Басаев и Бекхан Эбиев. Вести. Чеченская Республика. Вопросы, касающиеся противодействия экстремистской деятельности и терроризму, обсудили в Чеченском педагогическом университете. Встречу со студентами организовало Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с прокуратурой республики. Собравшимся рассказали о пагубном влиянии анонимных сайтов и различных каналов в социальных сетях. Зачастую именно через подобные платформы, желающие вести раскол в общество, влияют на неокрепшие мозги. Спикеры отметили, что любая информация, противоречащая религии, закону и менталитету и строящаяся на одних сплетнях и домыслах, не должна вводить людей в заблуждение, а молодежи необходимо делать правильные выводы. В рамках выездных мероприятий проводится разъяснение недопустимости правонарушений среди несовершеннолетних, духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, разъяснение законодательства Российской Федерации, Чеченской Республики. В условиях проводимой специальной военной операции данные мероприятия носят комплексный необходимый характер для противодействия различным сатанинским проявлениям, которые являются угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Химиотерапевты, радиологи, хирурги обсуждали в Грозном актуальные вопросы онкологии. Это и совершенствование подходов к оказанию медпомощи, и перспективы развития онкослужбы, и внедрение инновационных наработок в практику. Вторая научно-практическая конференция «Онкология сегодня. Вызовы и перспективы» собрала ведущих специалистов со всей страны. Наталья Депутатова законспектировала самое важное. Подобные симпозиумы проводятся в нашей республике регулярно. Для врачей региона это возможность получить новые знания в отдельных отраслях медицины. Сегодняшний диспансер – это уже достижение, скажем так, и плод труда непосредственно нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова, Героя России, который вложил, можно сказать, в онкологию Чеченской Республики душу и непосредственное свое участие. В 2015 году при поддержке непосредственно главы Чеченской Республики современное свое развитие, второе рождение получил онкологический диспансер. На сегодняшний день, благодаря опять-таки его постоянному вниманию и личному участию, онкологический диспансер Чеченской Республики имеет в своем арсенале все современное диагностическое оборудование, имеет возможность
возможность оперировать в 5 профильных хирургических отделениях. На встречу были приглашены врачи и персонал из местных поликлиник, преподаватели медицинских вузов республики. Научно-практическая конференция по этой злободневной теме проводится в Грозном уже во второй раз и, по словам организаторов, вызывает большой интерес специалистов. Конференция имеет очень широкий географический формат. То есть мы приглашаем лекторов, ведущих специалистов, экспертов своего дела, людей с именем. Ведущие онкологи со всей страны поделились своим опытом. Это и диагностика заболеваний, и методы лечения, включающие лучевую химиотерапию, а также операционные вмешательства. Конференция проводится в необычном, в некотором смысле, гибридном формате. Часть докладчиков из других регионов выступает в онлайн-трансляции, рассказывает о новых тенденциях в этой сфере и современных методах борьбы с онкологическими заболеваниями. Приглашенные докладчики также выступили перед гостями, а лекции транслировались по всем клиникам, участвующим в онлайн-встрече. Операция двухэтапная. На первом этапе перемещения, на втором этапе коррекции. Внизу справа видим результат оперативного лечения. Программа второй научно-практической конференции довольно обширна. За 2 дня врачам предстоит прослушать лекции с представлением наглядного материала, а также узнать о новых разработках в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подбирали темы, актуальные для нашей республики, те локализации, которые наиболее у нас часто встречаются. Высокая заболеваемость, это рак молочной железы, рак легкого, колоректальный рак. По этим локализациям все чаще и чаще появляются новые опции лечения, новые схемы химиотерапии, подходы. Целые сообщества придумывают, выбирают наиболее эффективные методы лечения. И вот в связи с этим хотелось бы, чтобы здесь, на месте, у нас, дома, ведущие специалисты страны продемонстрировали, рассказали нам, как лучше подбирать лечение. Онкологическая служба нашей республики в прошлом году отметила 85-летие. Это большой опыт работы с самыми различными новообразованиями. После капитального ремонта и полного технического переоборудования здания онкодиспансера врачи республики регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают тематические семинары и лекции в ведущих клиниках страны. Наталья Депутатова, Сайдали Ампукаев, Бекхан Ибиев, Вести, Чеченская Республика. Награждение спортсменов и тренеров, принимавших участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России, прошло в Грозном. Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов вручил почетные грамоты от ведомства, а также передал денежные премии от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова 57 спортсменам и 13 тренерам. Напомним, что сборная команда региона завоевала 3 золотые и серебряные медали, тем самым в общекомандном зачете заняв 2-е место. Мы приняли достойное участие в данных играх в городе Ставрополь. Наша команда заняла 2-е место, но бывает без таких ситуаций, где мы спорили, отвоевывали свое право на занятие 1-го места в тех или иных соревнованиях. Команда, можно сказать, среди 19 регионов выступила очень достойно. В сегодняшнем мероприятии мы чествовали наших победителей, награждали денежными премиями из регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далазат Хобалдольцон. Президентом фонда Аймани Сим всегда оказывается пристальная помощь нашим спортсменам, связанные и с питанием, и прохождением сбором, и выездов на соревнования. Открытие 86-го театрального сезона состоялось в Русском драматическом театре имени Михаила Лермонтова. Начался он с премьеры комедийного спектакля с говорящим названием «Правду не мешает говорить иногда» по 2 одноактным пьесам Антона Чехова «Юбилей» и «Предложение». В них автор высмеивает мещанскую философию, невоспитанность персонажей, показывая при этом, как для некоторых людей мелочность может стать важнее высоких чувств, а фальшивые стереотипы уничтожают искренность. Постановка режиссера Ахмеда Хамзатова идеально отобразила посыл произведений. «Правду не мешает говорить иногда» — это тоже цитата Чехова. Если вы заметили, то в этом спектакле очень долго, правда, такая завуалированная, а потом она все-таки выходит наружу. Да? Об этом спектакль. Интересный, легкий.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших социальных платформах, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.